Ассалам алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 23 мая 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Время 16 часов 11 минут по Берлину, 17 часов 11 минут по городу Джохару. Друзья, я вас сердечно приветствую. Извините, что опоздал, хотя было запланировано на 16 часов, но немножко задержался. Как обычно, в начале своего стрима я вам расскажу о том, о чем нам сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено 1330 террористов, 11 танков, 27 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, один антиаэркрафт. Сбит один самолет, с чем я нас всех поздравляю, 45 БПЛА, одна крылатая ракета, 71 автомобильная техника и цистерна и 4 спецтехники. Слава ЗСУ! Друзья, напоминаю вам, пишите комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Это самое главное, распространять ссылку на наш стрим, чтобы вы в WhatsApp, в Телеграме, где вы только можете, при одном условии, что вы не находитесь в фашистской России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Все остальные активнее, друзья. Модный доктор, всем шалом. Шалом, доктор. Шалом, модный доктор. Классный ник. В прошлый раз обратил внимание, думал, что же это за доктор такой модный. Так, Шамиль, ассаламу алейкум. Алейкум салам, Шамиль. Лас-Вегас, Шамиль. Я вас всех приветствую, алейкум салам. Все будет Ичкерия. Аслан, не встречал в Ютубе. Это еще и другим ее поучиться ненависти к чеченцам. Посмотри обязательно. Да, Шамиль, я знаю, о ком вы говорите. Это барышня из потомков колонистов, которая не стала гражданином Чеченской Республики Ичкерия или же просто хорошо относиться к тем, на чьей земле она живет. Это мерзавка. И ее, знаете, я вот вчера и позавчера и ранее, вчера на чеченском языке рассказывал о том, что русская империя не просто уничтожает нас, не просто сажает нас, все что угодно, она нас дискредитирует во всем мире. Я приводил примеры, этих примеров вы тоже сможете найти. Там, тут, везде вы это можете обнаружить, что какие-то родоплеменные отношения, какие-то там дикари, там, третье, десятое, не готовые понять, что такое демократия, сегодняшний мир, там, все такое. И вот эта барышня, о которой вы говорите, Шамиль, она играет роль Анны Франк. Это еврейская девочка, которая жила в Голландии, попала с матерью под оккупацию. И в конце концов она умерла. Она вела дневники, эта девочка. Она попала в нацистскую оккупацию, и она вела дневники. И после ее смерти нашли эти дневники. И из этого сделали экранизацию, об этом говорили, писали и так далее. Так вот, вот эта барышня, о которой вы тут упоминаете, она как раз играет эту роль. Это один из тех дискредитирующих чеченскую нацию ключиков, штрихов, которыми они нас дискредитируют, которые чеченцы. Вот все плохое для чеченцев. То, что они взрывали свои дома, чтобы напасть на нас.
за то, что все вот эти убийцы, террористы, все они оказались работниками российских спецслужб, которые были в правительстве, вокруг правительства Чеченской Республики Ичкерия. Потом выяснилось, что они оказались там в армии, которые там, ну, военнослужащие, воины, как оказалось, братья Имадаевы там и другие, что оказались они российскими агентами российских спецслужб. Поэтому она вот продолжает гнуть вот эту линию в этом же направлении. Поэтому мы должны знать, и я неоднократно говорил, просто не хочу лишний раз ее тут упоминать. Как-то так, Шамиль, да, конечно, знаю. Чеченское информационное пространство мы изучаем, знаем его, очень хорошо знаем. И тут уже все как бы ясно. Всем шалом. Рома, шалом. Маш Вовель Аслан Арцую. Делир салам Маш Вовель Самур. Вовель Маш. Так, ну давайте дальше. Друзья, салам, Алекс, салам. Салам. Такс. Сегодняшний свой стрим, как вы видите, я назвал так, как вчера и обещал. Шок. Кадыров захватил Путина из холодильника Соловья, вопрошаю я. Поэтому давайте поговорим об этом и о многом другом. Ну, так как мое название касается Кадырова, Путина, трупа, холодильника, и если в названии я об этом говорю и не говорю в стриме, то это получается такой обманчик. И поэтому давайте поговорим на эту тему немножко. Хотя, конечно же, это название сделано для того, чтобы, когда наш канал сейчас во время стрима показывают фашистской России, чтобы люди, которые заходят, увидели название и вошли. И тут мы им расскажем, почем пуд соли. А так могу сказать, что моя версия, почему Кадыров так опух, ну кроме того, что он растолстел, кроме того, что употребляет тяжелые препараты наркотические, таблеточные, и не только таблеточные, но еще связано с тем, что Кадыров захватил Путина из холодильника Соловья и съел его, Путина. Поэтому вот такой он. Шутка, конечно, но что-то нужно на эту тему было пошутить. Так, зачем Америка бомбила Югославию? Дело в том, хороший вопрос, конечно, отличный вопрос. Дело в том, что Россия не стала помогать Югославии, потому что она воевала против Чеченской Республики Ичкерия. И поэтому получилось так, что фактически была такая сделка. И для нас, для чеченцев, это не очень хорошая сделка. Потому что русне оставили нас на съедение, а русня не стала защищать своих братьев югослав. Сербов, точнее. Но на самом деле, хоть это мне и неприятно, что так сложилось, и нам это стоило колоссальнейших потерь, которые не понесли ни боснийцы, ни сербы, ни хорваты, ни косовары, все вместе взятые причем. Для нас, несмотря на это, мне важно, что Слободан Милошевич, военный преступник, массовый убийца, Радко Младич и другие преступники и террористы получили заслуженное наказание и были осуждены в суде. Так все пекутся о мусульманах, когда это касается там интересов России. Когда не касается, забывают про мусульман, как, например, уйгуров. Так вот, хочу сказать тем, кто говорит, что Америка не помогает мусульманам. Так вот, это был тот самый случай, когда
Америка заступилась за боснийских мусульман, за косоваров и спасла очень много людей. И эти люди до сих пор очень благодарны Америке. До сих пор. А наша Европа, сегодняшняя Европа, смогла спокойно вздохнуть, и на ее территории, у ее границ не было очередной кровопролитной войны. Точнее, она закончилась, которую развязали террористы, сербы, убивая людей. Это такие маленькие русские имперцы, сербы. Поэтому, я думаю, этот опыт я лично изучал, я его изучал. Марти Ахтисари был президент Финляндии. Я связывался с его, он сейчас уже за 90 лет дедушка. И я связывался именно поднять наш вопрос, хотел с него интервьюировать, но тогда была корона, он болел, и не смог он мне дать интервью. Но дело в том, что вот это показывает нам всем, что этот пример, что зло все-таки будет наказано. Все-таки будет наказано. И вам, мы изучали этот пример, вам, россиянам, следует изучить тоже, потому что вы, скорее всего, пойдете по их стопам. И ваш Путин будет как Слободан Милошевич, и ваш Патрушев будет как Радко Младич, какой-нибудь Гиркин, кто у вас там еще. Вот эти все будут там. Это однозначно. Как-то так. Давайте дальше. Украина станет опять Русью, разбив монголов, московских кровопийц, ненасытных, и это даст свободу Ичкерии и всему Кавказу. Лечил однажды бойца из Чечни. Это просто достойный человек. Кадыров — это пес. Вячеслав, полностью с вами согласен. Слава Украине. И все будет Ичкерия. Товарищ майор приедет за тобой. Ну что вы меня майором пугаете, да? Что вы меня майором пугаете? Ты предатель своего народа, говорит, привет, Тен. Ты хочешь сказать, я русский? Нет, я не русский. И даже не русский имперец, поверь мне. Так что предатель — это тот, кто на вашу сторону перешел, понимаешь? А мы никогда не были на вашей стороне и не будем. Нет, Рома, я не знаком с этой Зоей. США бомбили, потому что армия Сербии готова была перейти границу и вырезать албанцев в Косово. Да? Да, совершенно верно. А до этого вырезали боснийцев. Так, друзья, я смотрю, что-то вы тут настрочили комментариев. Сейчас мы... Чеченцы никому плохое не делали, только боролись и борются за свое существование. Абсолютно так, модный доктор. Точно так же, как это делают сегодня евреи и украинцы. Да, мы боремся за место под солнцем, за то, чтобы была страна для чеченцев. И она будет. Как есть Израиль, который будет еще 1000 лет. Нравится это кому-то или не нравится. И как будет Украина еще 1000 лет. Нравится это кому-то или не нравится. Также будет 1000 лет Чеченская республика Ичкерия. Дармула. Дармула. Ну, давайте. Сейчас я добью эти комментарии, которые у нас в ТикТок. Так. Будет с Божьей помощью. Да, Алмула, модный доктор. Да, Алмула. Русский не любишь, а говоришь по-русски. Алекс, знаете, кадыровцы любят говорить, что они
ну, мы их называем чеченоговорящие, они говорят, что начали в последнее время нас называть по-разному, в том числе нас обзывать чеченоговорящими. Потому что они предатели и перешли на сторону России, и они не могут быть чеченцами по определению, они россияне. И вот каждый раз, когда я говорю про русский империализм, а русского империализма в России больше, чем нормальных русских имперцев, вы каждый раз, как эти кадыровцы, прячетесь за всеми русскими. Я не люблю русских. И у меня нет вообще никакого разделения по национальному признаку. Вот по идеологическому, точнее по радикально фашистующему этим взглядам идеологическим, да, у меня есть. Поэтому к русским то, что я говорю, не имперцам, тем самым русским, которые не считают мою страну своей, Украину своей, Грузию своей, и вообще границ России не существует. Если эти люди так не считают, у меня нет никаких проблем ни с русским, ни с армянином, ни с папуасом, ни с Папуа-Новой Гвинеей. Хватит прятаться за всех русских, за нормальных этнических русских, которые не являются имперцами. Которых, еще раз говорю, очень мало. Понимаете? Поэтому давайте не будем. Забуду русских обязательно, Александр Миллер. Ты забудь немцев, убирайся с нашей Германии, во-первых. А во-вторых, забери свои фашистующие войска из моей территории, с моей страны. И я тебе гарантирую, после того, как вы выплатите полностью компенсацию моему народу и накажете виновных, или выдадите нам, или мы сами найдем их и привлечем к ответственности за преступление против моего народа и государства, все, я вас забуду. Я даже по-русски говорить перестану, если вы так будете настаивать. Вообще перестану вообще употреблять русские слова. Постараюсь, по крайней мере, со всей силы. Как-то так, Дион. Иншаллах, говорит, будешь гореть в аду. Типа он мне тут показывает. Ждем тебя. Значит, вот этот Серегка 19 уже там находится. Вот тут вы можете почитать в Ютубе. Иншаллах, будешь гореть в аду. Ждем тебя. Ну куда? Я не хочу к вам. У меня другие планы. Мне вообще не нравится ваша компания в аду. Понимаешь? Я не хочу. Понимаешь? Не надо мне. Зачем мне? С вашей компанией еще. Тебя там еще увидеть, да? Еще ад и еще тебя видеть. Не-не-не-не. Сам давай, сам как-нибудь. Так. Да. Я смотрю. Да-да-да. Клоун пишет, ты предал народ за американские бабки. Вы каждый раз это говорите. Я каждый раз вам буду говорить. Я не русский. Понимаете? Я по папе и по маме чеченец. И до 7-го колена я чеченец. До 700-го колена. Как я могу вас предать, скажите мне? Не имею такой возможности. При всем желании, понимаете? Здравствуйте, Рокси, здравствуйте.
Предатель отцов и дедов, говорит. Ты имел возможность и предаешь, говорит Иван. Нет, Ваня, Ванек, нет, конечно. Для того, чтобы иметь возможность, предать нужно быть за вас. Понимаешь? За вашу имперскую русню. Никогда за нее не был. Понимаете? Никогда. О чем вы говорите? Ну, вообще смешные такие. Мне нравятся вот эти тролли, которые пишут. Они мне предлагают чеченцу не говорить на русском языке, потому что это их русский язык. Но дело в том, что они сами на русском не могут правильно написать комментарий. Ребят, ну мне за вас стыдно, если честно. Ну вы в школе хотя бы учились. Понятное дело, там не русский, если не может правильно ошибками напишет. Но вы же другого языка не знаете. У вас вообще ничего другого нет. Вы что, ну, элементарные просто, я не знаю, правила не учили, что ли? Да хотя бы просто в школу ходить, можешь привыкнуть просто писать, запомнить эти слова, простые слова. Но мне за вас стыдно вообще. Вот это вы даете. Анатолий Заяц, ты фанатик? Я фанат зайцев. Обожаю зайцев. Особенно есть. Где флаг Америки? Ты не видишь флаг Америки? Я украинка, и 3-й год живу в Германии, учу немецкий язык. Поздравляю, Валерия, молодец, круто. Хорошего дня, прекрасного настроения вам. Спасибо, Рокси, спасибо, взаимно. Взаимно всем, друзья. Всем взаимно. Сегодня мы будем сидеть на нашем стриме ровно до тех пор, пока не наберем 75 тысяч, чтобы нас было, понимаете? То есть нам сейчас набрать нужно 1600 человек должно подписаться. Обычно вы подписываетесь 1000, 1500. Вот сегодня будем до 1600 сидеть. До 75 тысяч пока нас не будет. Будем сидеть. Будем стоять, да. Спасибо за видео с Ходором. Видать, он уже боится наезжать, как раньше. Эсте, абсолютно верно ты заметил. Там это, конечно, нужно разбирать отдельно. Даже, может быть, это не публично делать, чтобы потом они все это не увидели, что там делать. Ходор, конечно же, фашист, самый настоящий фашист, КГБшник. Ну, это и есть фашист. Любой КГБшник по определению фашист. Потому что других там туда не берут. И вот он там всю вину взваливает на военных, что типа не тот, кто организовал войну против Чеченской Республики Ичкерия, не тот, кто взрывал дома, а тот, кто исполнял приказы, ну вот они нарушали. Конечно, нарушали. Российская бандармия, всем известно, что это бандармия мародеров и насильников. Ну а ФСБ куда мы деваем? ФСБ в 100 раз хуже этой бандармии российской. В 1000 раз хуже. Российская армия это миньоны. В советское время армия хотя бы имела какую-то субъектность. А сейчас это полностью абсолютно управляемые ФСБшниками миньоны российской армии. И он все, и то же самое будет в Украине. Вот не дай бог, они уцелеют, укрепятся, и будет спрос с них, даже если не уцелеют. Я имею в виду российское вот это террористическое учреждение ФСБ.
они будут все валить на военных, что мы ни при чем, он Герасимов, там Шойгу, Мойгу, там третий, десятый и так далее, и так далее. Именно так это будет выглядеть. 100%, попомните мои слова. И в этом же своем интервью Ходорковский сделал очень интересное открытие. Конечно же, он сказал не всю правду. Но при всем при этом он пытался переложить вину на американцев. Значит, он вооружал банд-армию, там, ОМОН, кого он там вооружал. Прям вооружал террористов, вооружал, чтобы шли и убивали чеченцев. Причем после того, как Путин взорвал дома. Своих россиян взорвал и обвинил в этом нас. Все об этом знали. Вооружал. Потом выяснилось, оказывается, Ходорковский, как и Березовский, занимался финансированием похищения людей. Оказывается, а мы-то не знали. И если вы обратили внимание в этом разговоре, очень важно было сказать, первое, когда ему задали вопрос о том, что там он помогал какому-то там омскому ОМОНу, да, по-моему, там Омский или Томский ОМОН, там он обсуждал, что он там оружие покупал и так далее. И потом про выкуп, там, похищение людей, он говорит, что он сейчас бы руки не подал бы тем, кому он выдавал 2 миллиона долларов для выкупа заложников. Теперь он говорит, эти люди, и он говорит, не хочу называть их имена, потому что у меня нет доказательств, но я подозреваю очень сильно, что это они занимались захватом заложников. Не кто-то захватывал, а это были посредники, он так это объясняет. Обратите внимание, вы обратили внимание в это? И получается следующее, что те люди, о которых он говорит, как минимум, находятся в таком положении, что могут подать ему руку. Ни один уважающий себя чеченец ему руки не подаст. Значит, это подхолопные чеченцы. То есть пророссийские чеченцы, о которых он говорит. Понимаете? Если он говорит о тех, кто пророссийские, значит, эти люди известны нам всем. И мы знаем, кто занимался организацией. Это был целый конвейер, который просто был запущен КГБ. И этот бизнес, он перестает быть бизнесом после того, как за заложника не платят деньги. Так вот, Ходорковский с Березовским и там другими товарищами отлично этот момент, этот очень важный момент, они его быстренько исправили. И вы видели, как Ходорковский чуть не пустил слезу очередной раз. Когда он говорил про Украину, он тогда пустил слезу. И сейчас он говорит, что якобы он не хотел давать эти денег, потому что это бизнес сразу появляется. В этом и есть секрет, о котором Россия против нас использовала. Захватом заложников на территории Чеченской Республики Ичкерия занимались российские спецслужбы. Да, мы брали в плен людей. Да, бывало, мы их обменивали на наших пленных. Но потом это уже начало приобретать массовый финансовый характер. И когда-то, когда тоже были пленные, мне рассказывал сейчас, не буду называть кто, рассказывал человек, говорил, что когда был разговор, по-моему, при Джохаре Дудаеве, что надо продать русских пленных, чтобы потом закупить оружие, там, третье, десятое. И Джохар сказал, не смейте этого делать. Если вы один раз возьмете деньги за пленных, после этого это станет эпидемией. Да? Все захотят этим заниматься. А чеченцы после войны, вы видели Грозный? После того, как Русня ушла с нашей страны, после Первой русско-чеченской войны. Так вот, Дрезден, это копия Дрездена была на тот период. Нищета была полная, в Чечне начался голод. Фактически начался голод. Чеченцы скрывали, что они голодают, потому что у нас есть такая особенность, скрывать до последнего. Наркотики, героин, фальшивые доллары.
похищение людей, заказные убийства. Все это делали российские спецслужбы. Братья Ямадаевы, Ахмат Кадыров, Маулади Байсаров, кто там еще? Ну, вы их все знаете, чеченцы, вы можете написать их потом, эти фамилии в комментариях. Некоторых их нет, некоторые до сих пор есть. И это все были российские спецслужбы. Что делали российские спецслужбы? Нам, вы помните, рассказывали историю, что чеченцы грабят поезда. Так вот, на территорию Чечни заезжал состав, кроме одного вагона. Все вагоны разгружались на территории России до того, как заедут на территорию нашей страны. Один вагон, забитый добром, оставлялся для своих подельников. Это были братья Ямадаевы. Сулим Ямадаев, Руслан Ямадаев, там 6-7 братьев. Некоторых нет уже, некоторые еще есть. Но сам факт, что они таким образом нас представляли грабителями. А потом выяснилось, что братья Ямадаевы, которые были бойцами чеченского сопротивления, награждены честь нации. Представьте, старший, по-моему, брат или второй, были награждены высшей наградой честь нации. За то, что он добыл вот этот стрела, есть такие российские ракеты противовоздушные. Они захватили там, грохнули тех, кто перевозил, то есть своих россиян убили. Ну, они же коллеги, тоже эти же оказались российскими агентами. И принесли нашему руководству. И наше руководство наградило. Но потом выяснилось, что эта стрела без вот такой маленькой штучки, капсулы. Без которой она вообще ничего из себя не представляет. Свой-чужой, по-моему, как-то что-то там определялось. Ну, мне как объясняли, вот такая штучка там, вот такой штучки не хватало. Это просто трубы, которые из себя ровным счетом ничего не представляют без этой штуки. А награда уже отдана братьям Ямадаевым. И вот эти честь нации, вот эти герои чеченского народа, якобы, в кавычках, занимались вот тем, чем занимались. А вся республика была в нищете, все умели воевать, ненавидели лютой ненавистью оккупанта. Ну и, конечно, это вот стало тем, чем... И, конечно же, происходило какое-нибудь преступление, и это раскручивалось. Своих они не ловили, своих они не показывали, ловили каких-то бедолаг, каких-нибудь там парней, ищущих легкие деньги. И вот нам показывали чеченский террорист, чеченский это, чеченский тот. Вот как все это было, друзья. Вот все. И на этом канале вы услышите только правду. И мы будем рассказывать всю правду. Вне зависимости, к какой стороне кто относится, чисто только правда. Поехали дальше, друзья. Так. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам, Айсман. Так, ой, сколько вас тут набежало. Племянник Ариэля Шарона был похищен в Москве. Звонки с требованиями о выкупе семье заложника делались из Чечни. В конце концов племянника нашли в подвале в Подмосковье. Да, я помню, СЦИ, по-моему, это тот случай, когда такой с кучерявыми волосами такой, лет 14-15 подросток, которого пальцы отрезали. А он находился в Подмосковье. И освободили еврейского мальчика. Я помню этот случай. Сейчас очень так смутно вспоминаю. Но если это он, да, были такие вещи. Да, так делалось. Давайте, смотрю. Ну все, короче, надоели мне ваши вот эти, давайте все, набрались терпения, сейчас я вас буду, этих, как вас называют, тролли. Буду вас сейчас нейтрализовывать, смотрите, вот, нету больше троллей.
может принимать участие только тот, кто в дискуссии, писать комментарии, только тот, кто подписан. Дело в том, что я специально оставляю для начала, чтобы они создавали мне здесь активность, потому что всем, кто находится в фашистской России, писать комментарии опасно. Я призываю не писать комментарии, не ставить лайки, только смотрите. Только смотрите. И вот такая вот ситуация. Сейчас больше активность мне не нужна. Уже нас около 1000 человек смотрят. Все нормально. Продолжим. Продолжим. Я думаю, сегодняшний наш стрим войдет в тренды, потому что уже большая активность. Мы начали только полчаса. И все будет Ичкерия. Да, умла. Вот нас уже 200 человек подписалось. Я вам приветствую вновь пришедших, зашедших и, конечно же, своих старых уважаемых подписчиков. Всех еще раз приветствую. Правда, что старший брат Кадыров в 1997 году убил жителя Грозного на автозаправке, после чего ему была объявлена кровная месть, но Ахмад Чай и Басаев его отмазали. Да, это правда. Я не помню, какой это год был, Лас-Вегас. По-моему, это был как раз 97 год. Об этом говорил еще Дока Умаров, наш президент. Да, я не знаю, о каком брате. По-моему, речь как раз шла о том, о котором ты говоришь, о Зелимхане, покойном их брате, который заправлялся на заправке. И старик, взрослый мужчина, когда вот этот брат Зелимхан Кадырова, Рамзана, полез без очереди, он ему сказал: куда ты лезешь на заправке? Тот достал пистолет и застрелил человека. Да? Но это такие отморозки. Это семья, которая безнаказанна, и она уже погрязла в этих преступлениях. И у них, знаете, как у Путина, который в Петербурге, смотрите, кто президент. Не просто президент русских, тот, кто их взрывал. Это потом он их взрывал, когда уже становился президентом. А до того, как стать президентом или вице-премьер-министром, он был в Петербурге. И в Петербурге в голодное, трудное время, когда колхозная экономика переходила на рыночную экономику, когда был, как это называется, когда не хватает этих, когда дефицит, когда дефицит был, когда очереди были, когда фактически нищета была, Путин грабил свой родной город Санкт-Петербург, об этом Мария Салье писала, еще тогда, и чтобы сбежать от этого, он перебрался в Москву и так далее, и так далее. Вот точно так же эти Кадыровы. Они преступления совершили, потом еще больше, потом уже тормоза сорвались, и они готовы делать все, что им говорит Россия, ФСБ. Главное, чтобы их охраняли, у них была власть, как сейчас Путин. Все, Путину деваться некуда, как деваться некуда Кадырову. Это все такие отмороженные смертнички, всем им деваться некуда. Они уже сами себя довели до этого состояния. Так что как-то так. Сюрдик хила, дересхоль Георгий Машоваль. Юль Сюрдик. Почему кавказцев называют чурками? Чурками во время вторжения на Россию называли русских чурками, потому что русские прятались от них в русских печах. Ну, ты знаешь почему. У русских имперцев, Россия вообще сама империя. Она не только чеченцев. Я говорю про чеченцев, потому что больше всего в последнее время пострадали чеченцы. А на самом деле Россия все народы, в том числе и русских, гнобила. И каждому народу, у них есть кличка. Это просто вот в недрах специально разрабатывается, на каждой кличке разрабатывается. Почему говорят Прибалтика? Значит, Балтия и вот Прибалтика. Вот эти страны, прибалтийские страны. То есть это Балтия
русское это море, а вот эти страны Прибалтии это вот дополнение к их морю, вот к этому Балтийскому. То же самое, почему говорят на Украине или в Украине, да, почему этот спор идет. Потому что, ну, все страны обозначаются в, когда говорят, да, в Россию, в Америку, в Германию, там, в США, в Великобританию. В русском языке на говорят только на географическое обозначение что-то. На Кавказ, на остров, на Кубу там, и так далее. То есть имперское русское мышление, которое очень гордится тем, что очень много украинцев среди них и так далее. Это говорит о том, что не украинцы среди них, а коллаборанты, подхолопные, как кадыровцы. Понимаете? И они всячески хотели представить, что нет такого государства. Есть окраина, потому что в украинском языке страна, государство, это называется окраина. Крайна это называется. И так называется их страна. А русские с искусственным языком, который позаимствован в том числе из украинского языка, болгарского, с других языков. Русский язык искусственный. Это факт, никем не отрицаемый. Ну, кроме неграмотных русских имперцев. И они взяли это слово, и теперь же уже его используют против украинцев. Украинское слово против украинцев. Отлично, по-братски, как положено, как по-другому. Вот таким вот образом они везде пытаются нас дискредитировать, приклеить какой-нибудь ярлык нам, чтобы потом сказать, ну, смотрите, это же окраина, какая-то страна, на Украине же говорят, потому что так окраина нашей Великой Империи, это окраина. Так, поэтому это было важно не говорить на, а говорить в для украинцев. Потому что таким образом украинцы говорили, что у них есть государство, и что это не окраина фашистской Русни, а что это государство. А в украинском языке краина, край, краина, да, краина, да. Совершенно верно, спасибо, Георгий. Вот и все. И так на всех. Давайте вспомним чукчей. Да, есть прекрасный народ чукчи. Вы когда-нибудь слышали про этот народ что-нибудь хорошее? А знаете, почему вы ничего не слышали? Почему про них всегда слагаются анекдоты, там, их всегда подвергают остракизму? Почему? Потому что на Дальнем Востоке, в Сибири, вот той стороне фашистской России, такого достойного сопротивления даже якуты и буряты не оказали, как оказали чукчи. Причем со стрелами, с луками там, и так далее все это происходило. Это один из самых воинствующих северных народов чукчи. И именно из-за этого их уничтожают на ноль, как уничтожают чеченцев. Пытаются их представить там казаками, там еще кем-то как-то и так далее. Поэтому это можно за каждый народ брать, за каждый. Не только которые они оккупировали, которые с ними соседствуют, которые они еще не смогли оккупировать. Возьмем про немцев. Ну, мы же знаем, мы же все росли в этой, так сказать, антикультуре. Поэтому мы все это знаем, все это. И русским нужно побороть эту болезнь, имперство. Хотят они этого или нет. Им придется это сделать. Ну, не хотят по добру, сделают по плохому. И ваш империализм довел вас до сегодняшнего состояния. Было все. Вам даже геноцид чеченского народа простили. По крайней мере, на время вам его простили. Мир, не мы, чеченцы, мы вам никогда этого не простим. Мир сказал, ну ладно, внутреннее дело, там, разберитесь, там, что-нибудь, как-нибудь, там, и так далее. Не лезьте больше. И когда мы, чеченцы, наш, вот Аят Эдигов наш, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, который у меня бывает здесь на канале 2 раза в неделю, как вы знаете. Он рассказывает, что американцы ему говорили, подождите немного, чеченцы, сейчас Россия станет демократической, сейчас там все наладится. А мы знали, что не наладится. Мы видели, что ничего там налаживаться нет. Да, какая-то пропаганда американцам идет.
им что-то рассказывают, перед ними какие-то там создаются такие вещи. Но мы-то изнутри знаем эту систему. И она становиться демократической, человечной не собиралась. А тут уверили. Теперь вот, наконец-то нас услышали. Наконец-то. Наконец-то. Валейкум ассалам, Шамсад. Дели салам машал, машволь. Пойдемте дальше, друзья. Я смотрю. Вера, если такая Руслан Бестеленд, почему тебе не убраться в свою Бестеленд? Ну какого ты здесь находишься, в Германии? А? В вашей стране вы нужны патриоты, понимаете? Вы здесь представляете для всех нас не то что угрозу, и угрозу в том числе, но больше вы нам доставляете дискомфорт. А там у вас на России вы очень нужны. Понимаете? Очень-очень. Езжайте, вас ждет ваш Путин. Он вам даст автомат 47-48 года. И тушенку в зубы, и 100 грамм боевых, и вперед. Давайте, давайте. Не надо тут сидеть, мне тут эфир заслонять. Давайте, пошли. Пошли. Будьте чуть-чуть честными. Если вы так топите за Россию, сейчас Россия у вас нуждается. Езжайте. Вітаю, Ичкерия будет свободна. Вітаю, Максим. Слава Украине. Путину, Кадырову и Лукашенко деваться некуда. Паша Хантер, да, но Кадырова, наверное, в этот ряд, не особо нужно ставить. А так, да. Потому что, не только эти деятели, там их очень много таких. Очень много. Они на чеченской крови, тот же Ходор, который сейчас тут в Европе изображает из себя такого якобы борца с режимом и так далее, это преступник. Это человек, который финансировал геноцид чеченского народа, который и Первую войну, и Вторую войну, и межвоенное время занимался финансированием своих агентов, которые занимались криминалом, бандитизмом на нашей территории. Этот преступник здесь живет себе, тратит миллиарды, миллионы, которые он уворовал у российского народа. То есть у советского народа, то есть народов, которые мы, наши отцы и деды копили. А вот эти КГБшники, вожаки комсомольские, агенты КГБ, оформили на себя, все у них нормально. И вот захватили все, что 3 поколения, 75 лет наши отцы и деды пахали, не имея ничего в собственности, как рабы. И потом те, кто нам сказал, что с частной собственности не должно быть никакого там рыночной, никакой экономики, никакой собственности, эти люди нас всех расстреляли, тех, кто оказывал сопротивление, за 2 коровы раскулачивали, ты же зажиточный какой. А потом решили стать новыми дворянами. Представьте, сами расстреляли царя, семью, это же они же расстреляли. И знаете, как они теперь начали изображать, что они ведут прямой отчет своей гибни не от 17-го года, где у них на медальках там им выдается, там, на значках там 17-й год они отмечают, а что еще раньше в царской России была вот эта охранка, которая фактически они являются ее наследниками. То есть они хотят сказать, те самые дворяне, которые были, вернее, других, наверное, в царской охранке не было, правильно, если это разведка, это же элита, там должны быть дворяне. Так вот, они хотят сейчас представить, что, значит, они расстреливали царя и детей его, чтобы большевики поверили им. Наверное, так. Как по-другому? Раз они были преданы там. Или получается по-другому. Значит, охранка предала царя своего, расстреляли, стали коммунягами. 3 поколения, 75 лет терроризировали бедных, проживающих на этой территории людей.
А потом решили, так, у нас заводов, фабрик, там огромная БАМы, сколько десятки и сотни тысяч людей погибло, и там миллионы пострадали, там, потеряли здоровье, строя разные БАМы, там, Беломорканалы и все остальное. Понимаете? Это большой обман. Террористическая банда ФСБ должна быть привлечена к уголовной ответственности. И сегодня они начали визжать. Вы Ходорковского не увидели бы у Дудя, отвечающие на эти вопросы. Вспомните, как Ходорковский отвечал на вопросы Альбац, ну, коллеги своей по цеху, по учреждению. Как он ей отвечал? Я с оружием в руках лично пойду воевать на Кавказ, чтобы он не отделился. Это наша земля, мы проливали там кровь. Вот что говорил Ходор. Значит, 200, 300, 400 лет назад, когда они крепостных, за которого целую, за деревню целую или за двор меняли на гончих собак, которые ничего из себя не представляли в самой России. Жизнь человека душами называлась, душой. Все, он не человек, это душа. Вот эти люди, если погибают на моей земле, на нашей кавказской, чеченской земле, они становятся почему-то святыми. Объясните мне, русские, эту логику. Я ее не могу, у вас много антилогичных таких вещей. Но объясните мне вот этот момент. Почему он у вас бич, которого меняют на собак, вместе с женой и с детьми его меняют, на одну гончую, щенков, на щенков меняют? В газетах в Санкт-Петербурге, где я учился в Санкт-Петербурге, там в музее есть газеты, в библиотеках есть газеты, где это все указано. Понимаете? Что обменивали на собак. И как получается, что когда вы приходите на землю, чужую землю, и его там замочат, да? Все, он святой. И это земля Ходорковского. Сразу же. Объясните мне эту логику. Вот такие вот вещи Ходорковский выкидывал. И мы будем надеяться, что эти люди сейчас не просто отделаются разными интервью, а Дудь на самом деле меня приятно удивил. Дудь задавал острые вопросы. Не знаю, поставлено это специально было или нет, но не думал, не ожидал я от Дудя такую принципиальность вопроса. Заслуживает уважения. Настоящий блогер и журналист, можно сказать. Как-то так, друзья. Так, Эд, салам, Эд, слава Украине и слава героям, кто воюет за свою родину Украину. Но вы, воины, не должны забывать, что КГБ были 40% этнические украинцы во всех экологических системах КГБ. Вы, воины, должны выковыривать их. Да, это абсолютно об этом как раз я уже много говорю. Штыком и гранатой всю гибню КГБ СССР должно быть люстрировано. Это нужно всем. И русским, которых меня обвиняют в ненависти, в первую очередь это русским нужно. Настоящим, нормальным. Но почему-то никто об этом не говорит. Почему-то никто не обратил внимания, что КГБшник Ельцин, другой глава Свердловской области, стать не мог. Свердловской ССР. Свердловской области Советского Союза. Несмотря на это, его назначили главой, и вот стоит он на площади, на Лубянской площади. Сносят памятник Дзержинскому. Народ ликует там. Русские, посмотрите, это не чеченцы там все русские. Посмотрите на это видео, посмотрите, какие русские там выходили, как против КГБ они выступали. Главное знать диагноз своей болезни. Главное, у чеченцев у нас есть пословица. Мужчина не тот, кто храбрый там, онах, рыцарь. У нас есть слово онах. Вот рыцарь, если в приблизительном переводе перевести. Рыцарь не тот, кто смел там, удалой там, сражается, а тот, кто знает, кто его враг, звучит чеченская пословица. Так вот, русские, вы должны понять, что не мы вам враги,
Даже мы, чеченцы, которых вы лютой ненавистью ненавидите, считаете нас врагами, с чем я согласен отчасти. Да, мы самые с вами непримиримые. И будем до веки вечные, навеки, до конца, до судного дня мы будем. Пока мы не освободимся от ваших оков. Но это нужно вам, русские, вам нужно, понимаете? Они вас сгнобили не меньше, чем других. В 30-е, в 20-е, в 40-е и так далее. Понимаете? Должна быть цель. Цель одна. Люстрация ФСБ, рассекречивание архивов, привлечение к уголовной ответственности террористическую банду ФСБ, террористическое учреждение ФСБ. Другого выхода нет. Все остальное это такие легкие меры. Они ровным счетом не принесут никаких улучшений. Так же, как и украинцам. Украинцы, дорогие, милые, мы выиграли Первую войну. У нас не было 60 миллиардных траншев. У нас не было Абрамсов, Леопардов и там разных там Джавелинов. У нас всего этого не было. У нас был только гранатомет и автомат Калашникова. И то, что мы захватили у русских в бою. Трофеем мы воевали. Понимаете? Трофейным оружием мы воевали. И мы их одолели. А знаете, что произошло потом? Мы упустили КГБшников, которые были среди нас. Агентуру мы упустили. И все пошло на кирилл. Потом мы стали исламскими террористами, потом мы стали бандитами, захватывающими там людей, грабящие, убивающие и так далее, и так далее. Потому что КГБ пришло к власти. И вас, украинцы, я уже давно это наблюдаю, и где вижу, всегда это фиксирую, и вам об этом сообщаю. Я надеюсь, на меня реагируют и принимают меры. Я вижу, что принимают, потому что закрывался этот момент. Например, когда хотели брать в заложники кадыровцев, проживающих в Украине. Понимаете? Не виноват сын кадыровца какого-нибудь, что его отец кадыровец. Это незаконно и так далее. Но с другой стороны, человек, который за Россию проживает в Москве, в Киеве, ну как его тогда, если его отец за Россию, ну надо что-то с ним сделать. Таким успехом, вот как сейчас Эд говорит, 40% украинцев вы можете тогда посадить, взять в заложники. Ведь его не посадить хотят, ему предъявить нечего. Он просто родственник. Кадыровцев, брат, сват, дядя, тетя, кто он там. И ваши, вот журналистка у вас одна есть там, у меня есть это видео, с Фейкиным общается и говорит, и Фейкин ей намекает. И этот диалог их сделан специально без видео, это голосовой разговор, который я видел, по крайней мере. Для того, чтобы украинец услышал, Фейкин не пойдет. Вот эта журналистка, она тоже не пойдет брать в заложники. Вас подбивают украинцы, чтобы вы взяли. Ну а что такого, скажет любой украинец? Они пришли к нам с войной, они нас убивают. А почему бы не взять? А дело в том, что это уголовное преступление. И когда вы сделаете одно, а это удобно, взять какого-нибудь кадыровца в Киеве, и я вам гарантирую, вам русские прибегут и дадут вам любого, чтобы этот процесс запустился. Чтобы вас выставить захватывающими заложниками, совершающими криминал там, и так далее, и так далее. И таких случаев много было. Пономарев, ваш любимый гражданин Украины, которого там носят по всем вот этим телевидениям, чуть ли не освобождающий уже Москву, рассказывает о том, что Зеленский, президент Украины, говорил, что нужно показывать делами. И именно поэтому Пономарев со своими подельниками в Москве взорвал кого? Дугину Дарью. Понимаете? Не Путина, не Патрушева. Дугина Дарья. Да, она пропагандистка. Мы знаем, кто такой Дугин. Все это понятно. Но ее взрывают, это не комбатант. Есть международное право, не комбатант. Ее убивают. Хорошо, все, убили, говорят украинцы, непонятно. Девушка, которую они обвиняли, якобы она скрылась там и так далее. Ну, не пойман, не вор, допустим.
Мы не знаем, украинцы это сделали или нет. Не комбатанта взорвали. Тут садится Пономарев и говорит, ну я разговаривал, он вот это говорит, что это они сделали, его люди сделали. В Украине сидит. У нас точно так же было, понимаете? У нас в Чечне сидели люди, которые самые большие патриоты были. Больше патриотов там, я не знаю, чем Шамиль Басаев они были. И они говорили, мы там совершили, там, мы сделали. Причем некоторые делали по наущению со стороны. Он за нас. Но ему на ухо сидит сзади кто-то, советник подсказывает, который деньгами там его хвалит, там, ему там лестью его обкладывает. Ну, друг, товарищ, помогает, выручает. И он ему там на ушко нашептывает, давай, скажи, что это ты сделал, давай то сделал. Вот то же самое получается. Сидит в Украине Пономарев и заявляет, да, это да, мы сделали. Я говорил Зеленским, говорит, у меня это видео тоже есть на канале. Это тоже я украинцев предупреждал. У меня есть это, короче говоря, он говорит, мы Зеленскому не слова нужны, а дела. Все. Только что Зеленского обвинили в убийстве некомбатанта. Не какой-то там спецслужбист, не какой-нибудь Буданов, не какой-нибудь там разозлившийся украинец это сделал. А президент, законно избранный, который во всем мире со всеми жмет руку, выступает в Сенате и так далее. Это мы все прошли, чеченцы, мы, чеченцы, прошли через это. Поэтому победить в войне этого недостаточно. Нужно зачистить тыл. Если вы сможете, Украина, зачистить от КГБ, КГБ УССР, КГБ СССР будет полностью зачищено. После того, как вы сможете это сделать. Вас 40%, вас, украинцев, в КГБ было 40%. Это говорит о том, что было, во-первых, много предателей среди украинцев, а во-вторых, говорит, что это очень важно было для русских, потому что так много брали украинцев, чтобы сохранить. Потому что это история, это и есть настоящая славянская история, которую русские хотят присвоить себе. И жили припеваючи, когда украинец рядом, ну, хохол, рядом, все послушный, ему интересы не нужны, интересы будем КГБ, русских поднимать, а украинцы подождут. Подождут. Вот как все это делается, друзья. Вы это все должны знать. Именно поэтому я вот сижу перед вами и пытаюсь вам все это рассказать. Вот тут один деятель мне пишет, что якобы, если бы Ичкерия не вышла бы, что если в 94 году русским вот этому, вот Аслан его зовут, это, конечно, жалко этого человека, это бедолага, это человек, который лишился всего, он стал подхлопным, большая беда на него пришла. Но вот он стал, и вот он говорит, если бы Ичкерия там, ну вот он, не буду читать, недостойно, чтобы я его имя читал полностью и его комментарии, скажу просто, что вот этот человек, хочет сказать, что если Ичкерия вышла бы, то развалилась бы Россия, он хочет сказать. Это, конечно, такая заезженная пластинка, это пропаганда, это ложь, которую русские террористы распространяют, и вот этот подхолопный помогает им в этом. Дело в том, что Чеченская республика не выходила из Российской Федерации, и Российская Федерация из-за выхода Чеченской республики Ичкерии не могла развалиться, так как она никогда не входила туда. Мы вышли из Советского Союза на равных условиях. Ваша Конституция гласит о том, что объединены в Российскую Федерацию народы те, кто подписал федеративный договор с фашистской Россией, Российской Федерацией. Советский Союз перестал существовать. Мы в 90-м году, в 90-м, запомните, в 90-м году объявили о том, что мы берем курс на независимость.
И это было сделано 25 ноября 90 года на съезде ОКЧН, Общенационального конгресса чеченского народа, где был избран председателем советский вчера генерал Джохар Дудаев. Он был в генеральской форме на этом съезде. Понимаете? И когда мы избрали себе президента и парламента, Россия между собой боролась за власть внутри. ГКЧП, там путч, там все такое. В 91 году мы избрали себе президента, парламент. В 92 году мы приняли Конституцию 12 марта. Только 31 марта Россия начала только формироваться. Мы уже сформировались как государство. Новое государство Российской Федерации еще не сформировалось. У нас были президент, парламент, герб, флаг, гимн и все остальное, все атрибуты были наполнены. И мы уже 1,5 года существовали, 2 года существовали в своем государстве, 1,5 на 31 марта. Затем в июне 92 года, июнь 92 первая республика, с территории которой были выведены фашистские российские бандформирования, была Чеченская республика. Чеченская республика. И только в 93 вывод войск это фактически признание. Кроме вывода войск, были межведомственные, межминистерские соглашения на государственном уровне. Мы не принимали участие ни в выборах президента России, ни в выборах в парламент. Нас об этом никто не просил, и мы не участвовали. Мы уже суверенное, независимое государство. Понимаете? Столько лжи и пропаганды, которую вы хотите навязать. И все республики подписали, кроме Татарстана, подписали федеративный договор. О каких сепаратистских движениях вы говорите? Татарстан надеялся посмотреть на чеченцев, что сделают чеченцы, и потом тоже хотел отделиться. Это правда. Татарстан был. Но потом Татарстан купили, запугали, еще что-то сделали вот этих, кто там управлял. И в итоге Татарстан не стал отделяться. Даже попытаться не стал. Нам помогать даже не стал Татарстан, борющимся за свободу. Это говорит о том, что они не боролись в таком массовом понимании. Да, если бы их оставили, конечно, бы разошлись бы. Понимаете? Поэтому не надо нам рассказывать сказки. Чеченский народ делал свой выбор. Когда вы в лаптях еще ходили и в землянках жили, на собак меняли. Чеченцы имели свое государство, жили при демократии. Понимаете? Всегда вот так мы жили. А вы нам рассказываете там сепаратизм. Да нам плевать, что какой ты сепаратизм ты говоришь. Давайте исходить из правовых норм. Мы соблюли ленинскую, сталинскую, последнего образца, все 3 конституции советские, международное право. Еще в 90-е годы, когда находились в составе Советского Союза, мы уже провели свой съезд. Это делегация, это референдум, где люди проголосовали, мы хотим жить отдельно, хотим строить свое суверенное, независимое государство. Понимаете? Поэтому с юридической стороны, если вопрос обстоит так, мы готовы с вами встретиться в любом суде. Дело в том, что Россия не хочет идти с нами в суд. Понимаете? И здесь было не право, не сила права, а право сильного. Когда Россия просто нагло уничтожила все, кто оказывал сопротивление, и захватила чужую землю, чужую территорию. Давайте почитаем ваши комментарии. Да. Ассаламу алейкум из Казахстана. Ва алейкум салам. Аллах, Казахстан. Вот поэтому чеченцы не принимали участие в приватизации и народ не получали ваучеры. Абсолютно это как раз не добавил. Именно не только мы не голосовали, спасибо, что напомнил это. Не только не голосовали за выборы президента, парламента, мы не участвовали в приватизации. Вот те 75 лет, то, что наши отцы, деды пахали,
Мы даже в этом не участвовали. Понимаете? Мы ни на что ваше не претендовали. Вы поделили Россию, Ходоры, Березовские, там, все остальные. Это марионетки. Если мы видим Ходоров, Модоров, это тоже никто, как и Кадыров. Там стоит учреждение КГБ сзади. Вот. Мы с вами не оспаривали, мы ничего с вами, оставьте нас в покое, все, разошлись, все, будем жить, платите пенсии. Единственное, что вам Джохар говорил, вот кто работал на Советский Союз, хотя бы пенсии платите. И эти пенсии вы нам в лицо кидали, говорили, вот мы вам пенсии платим, а как по-другому? Люди 70 лет проработали, 50 лет проработали на вашу страну, которая теперь стала вашей. Как по-другому? Вы же другим тоже платите, своим русским платите, которые живут в других регионах, которые работали в Советском Союзе. Как-то так, да. Майрбек, ты чеченец, Майрбек? Майрбек, ты чеченец? Чеченец. Майрбек, объясни мне, ты вот пишешь Ахмад Силас. Да, ты вот, я говорю, Ахмад Силас. Вот я тоже чеченец. И я знаю наш обычай, менталитет, воспитание, там, как нас воспитывают. И самое главное, вот в моей семье это было не говорить лжи. Это было не позориться. Ну, как всех учат, да, в семьях. Вот ты мне объясни, вот, Майрбек, вот, например, я говорю, что ты мой друг, брат, Кондрат, твой соратник и так далее. И иду рядом с тобой. И потом на нас нападают бандиты. Я перехожу на сторону бандитов и говорю, да, я теперь за них. И убиваю тебя. Как это выглядит? Ваш Ахмад Кадыров клялся, божился, он призывал нас, чеченцев, молодых чеченцев, убивать русских как можно больше. 150, каждый чеченец должен убить 150 русских, говорил ваш Ахмад Кадыров. И это священная война, джихад. Мы должны воевать против России, потому что если мы погибнем, попадем в рай. И каждый чеченец должен убить 150 русских. Потому что он думал, что у вас 150 миллионов русских, ну их. И потом он переходит на сторону русских и говорит, кто ты после этого, Майрбек? Значит, тебе вот эти его ценности, его жизненные приоритеты, его жизненные ценности, тебя они устраивают. Значит, я не могу тебе доверять. Значит, я не могу сделать из тебя друга, потому что знаю, что ты Ахмад Силас. То есть, который завтра мне топор в спину всадит. Как Ахмад Кадыров воткнул дорогому брату Аслану Масхадову, который верил ему, доверял ему, за которого он там заступался, Ахмад Кадыров. Ахмад Кадыров был убить готов любого. И сам умереть за Аслана Масхадова. Ну, по крайней мере, так он говорил. А потом, когда ему Путин предложил пост, он стал это и сказал, Масхадов, да это бандит. При живом президенте, всенародно избранном президенте. И ты предлагаешь Ахмад Силас, когда ты говоришь, я поэтому тебя спросил, чеченец ли ты? Потому что здесь разные там подхолопные, там разных национальностей бывают. Русские там пишут, берут ники и пишут там Ахмад Силас и так далее. Вот значит получается так, что если ваш путь поддержать, что вы не доверяете друг другу, и что в любой момент вы нас предадите. Поэтому вам в нашем обществе не место. У нас, у чеченцев, другие понятия. Вам как раз вот к вашему Ахмад Силасу и вот туда, на север, на Москву, там, на Вологду, давайте туда. Хорошо? Надеюсь, я тебе доходчиво объяснил твою позицию по Ахмад Силасу. Красиво говоришь, забываешь только о людском. Я твой народ не ссылал, не грабил, и зла никогда не желал зла. Поэтому не говори за всех русских плохо. Максим, если вы тот, за кого вы себя пишете,
у меня к вам нет никаких претензий. Абсолютно. И только лишь потому, что вы русские, у меня нет к вам претензий. Абсолютно. Если вот правда то, что ты говоришь. Если ты нам не желал зла, не хотел нас убивать, моя земля не твоя, моя кровь тебе не дозволена, а я чушка, которую можно убить. Нет. Если этого нет, то никаких вопросов. Если кого-то задевает то, что я говорю, ну, извините, я тут фамильярничать, там, я наоборот перед вами там расшаркиваться не собираюсь. Я говорю как есть. Хотите верьте, хотите нет. У меня нет задачи сделать русских друзьями. У меня есть задача сказать правду. У меня нет задачи даже сделать кого-либо другого себе друзьями. Понимаете? У меня задача донести правду. Может ошибка, может надо по-другому делать. Может хитрить надо, как политики. Я правозащитник, я не политик. И не собираюсь быть. Я юрист, правозащитник. И не собираюсь быть политиком. Джайро, простые люди работали. Кстати говоря, Ходорковский то же самое сказал. Вот этот Джайро говорит, простые люди работали все одинаково, но почему-то решили вы убить их, выселить, забрать их дома. Это ведь факт, говорит нагло, повторяя российскую пропаганду, которую, кстати говоря, сказал Ходорковский. Хотя Ходорковский чуть-чуть по-другому это начал говорить. Потому что раньше почему-то вы говорили все, сколько ваша пропаганда утверждала, что мы убили, сколько, 500 тысяч русских. Потом цифра опустилась до 100 тысяч русских, потом до 50 тысяч русских. Ну, вот такая вот приблизительно цифра была. Дело в том, что криминальная ситуация, да, она была, как по всей России, как во всех постсоветских странах, это было. Но в основном у нас внутри страны криминогенную обстановку делали русские диверсанты, русские террористы, которых нам засылали. Местную вот эту криминальную среду накручивали и потом занимались разными вещами. Что-то было, ничего не было, сказать нельзя. Это правда. И наши жители, наши граждане русские, наши русские, я их называю, они не дадут мне соврать. И я не буду врать. Да, было. Но я вам скажу, что это было ничем таким сверхординарным, отличающимся от того, что происходило на всем постсоветском пространстве. Дело в том, что пропаганда, как с распятым мальчиком, Украина это очень хорошо продемонстрировала. Понимаете? Они уже расслабились, убивая чеченцев. Уже они даже не морочились. Потому что чеченцы уже практически информационном, в политическом плане, мы уже не могли им оказывать сопротивление. Все наши голоса либо были убиты, запуганы или куплены, и посажены свои люди были. Понимаете? Россия ведет свою пропаганду в отношении чеченцев очень давно. И накручивалась, что мы, чеченцы, там всех убиваем, грабим и так далее. Но так нашего первого президента, жена русская. Я безмерно уважаю эту женщину. Мы все чеченцы уважаем ее. Джохар Мурдудаев, у них 3 ребенка совместных. Как минимум этот человек не был, я даже если ненавижу русских, Джохар Дудаев есть доказать, что 3 ребенка у них вместе. Да? И человек не может ненавидеть и жить, и делать детей. Не может ведь, правильно? И в итоге получается, что мы равные в правах по Конституции, нашей чеченской Конституции, все граждане, вне зависимости от национальной, равные. И наш президент, которого критиковали, которого там русская пропаганда, ваша имперская лживая пропаганда говорила на него разные вещи, засланный там, пришел там туда-сюда. И он создал специальную комиссию, следственные органы, которые занимались именно русскоязычными.
То есть на заявление чеченцев они не отвечали. То есть мы равны в правах, русские на нас гонят пропаганду, а у нас русские были на привилегированных положениях. Именно в этот момент. Да, люди уезжали, убивали евреев, убивали армян, убивали русских. Было, грабили. Например, ректора нефтяного института города Грозного, Канкалик его фамилия была, это был еврей. Это был один из самых уважаемых евреев нашей республики. Когда он выходил из института, его попытались похитить. С ним был его заместитель, чеченец. Чеченец погиб, защищая его. Канкалик был похищен, а после был тоже убит. Понимаете? Вот таким вот образом выгонялись евреи, прогонялись евреи. И это сделали не чеченцы. Это сделали, да, исполнители, может быть, были чеченцы. Это делали русские спецслужбы. Как Кадырова нельзя называть чеченцем. Кадыров не чеченец, Кадыров россиянин. Потому что он не преследует интересы чеченцев. Он преследует интересы русских, русской империи, русского государства. У него нашивки, лычки русские. Здесь зарплату он получает от русских. Понимаете? Поэтому он русский, россиянин. Вот как было. И знаете еще, что они приготовили? Тех русских, которые выезжали от нас, они нам продавали свои квартиры. Так как начали, ажиотаж был очень сильный, пропаганда днем и ночью рассказывала. Я знаю, в нашем дворе было одно убийство. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 домов двор был. Такой. И я за все это время, одно убийство было в нашем дворе. 70-летняя бабушка зарезала своего где-то 40-летнего сынка, который пьяный начал ее избивать. Они были русскими. Это единственное убийство русского, не русского вот в нашем районе, я знаю. Я могу вам я был в этой квартире, завидел этот труп, пока скорая приехала, пока милиция приехала и так далее, и так далее. Это единственный раз я знаю убийство. Но зато раздувалось, показывалось, это просто страшных, сильно это показывалось. Да, вместе Баркала СЦ, очень спасибо. Я вас прошу, друзья, если я забываю фамилию, когда я что-то говорю, пишите, потому что это важно. Это все останется, это важно. Его фамилия Беслиев была, этого чеченца, который заступился за ректора Канкалика, которого позже убили. Вот таким вот образом делалось. Потом этим русским, которые нам продавали, массово все выезжают, продают квартиры. За бесценок продают. На самом деле это факт. Потому что цены начали падать, все продают, а у чеченцев денег нет. Мы все советские граждане, особо денег, все, кризис, мы переходим тоже с колхозной экономики на рыночную, тоже проблем было полно. И денег у людей не было. И вот тут массово все, как обычно, нет спроса, нет предложения. Нет предложения, нет спроса. Ну и, соответственно, все в цене падало. И в этот момент русские, которые выезжали, мне мои одноклассники, это русские, рассказывали. Они выезжали в Ростов, в Ставрополь, куда они там выезжают. Им говорят, и вот пишите бумагу, что чеченцы у вас забрали квартиру. Сейчас я вернусь к нашим русским, которые себя повели не очень красиво в этот момент. Ну, вот что думать, ну, уехал я из этой Чечни, больше чеченцев я не увижу. Продал он за бесценок квартиру, денег у него нету. Да? Люди просто загружали свои вещи и там доставить просто, и там немножко денег. Вот это все деньги за квартиру выручались, потому что, ну, Грозный это не Москва. И таких бешено денег в центре были, конечно, дорогие квартиры, а на окраинах это не очень дорого все было. Им говорили, пишите бумагу, что у вас чеченцы отобрали. Отказываюсь от квартиры, так как она уже не моя, у меня ее забрали и так далее. Он не говорит, что он ее, эту квартиру, продал, и у него нет документов. Документы сгорели, отобрали документы. Вот такие вот были речи. И за это русским давали компенсацию. Делились, конечно же.
половина себе там или сколько процентов себе и немножко русским, нашим русским. И они подписывали эти документы. И мне мои одноклассники, уже намного позже, после всех этих событий, когда мы затронули эту тему, они мне рассказали: да, Аслан, извини, да, так было. Вот я могу с именами, с фамилиями, они называть не буду, но могу с фамилиями привести свидетелей. Вот как это было, понимаете? Вот как это было. Затем, далее, это уж продолжение, там же много чего происходило. Затем русская власть, понимая, что когда сейчас они войдут в Чеченскую республику, чеченцы окажут сопротивление, русская власть сказала, что мы вырезали всех русских, и там уже никого нет. Помните, 8 лет бомбили Донбасс, или бомбили Бомбас, помните? Вот то же самое говорили про нас. Все по тем же, по методичкам КГБ СССР. Все по тем же методичкам, по тем же лекалам. Все вот так делалось. И когда они уже вошли в Грозный, когда они уже с войной зашли, стирали все с лица земли. И эти трупы они заранее на нас написали. Еще живых людей обвинили в том, что убили нас, зная, что мы будем оборонять Грозный, что мы будем драться, зная, кто мы такие. Уже заранее они своих русских списали. Когда они заходили в нашу столицу, они русских спрашивали: как ты к чеченцам относишься? И не дай бог, если этот русский скажет, что он хорошо относится, его сразу же, если это женщина, это тряпка, подстилка чеченская, все остальное. Если это мужчина, точно так же. Мерзавец, подонок, предатель, расстрелять. Русские расстреливали русских, наших граждан, только лишь за то, что они сказали, что чеченцы не виноваты, мы их последний хлеб делили. А как еще соседи живут? Мы чеченцы, ну, в отличие, вот я всех русских теперь говорю, не имперцев, а всех русских, в отличие от вас, у нас в этом плане отношение к соседу, и вы сами это знаете, в отношении к соседу, к требующему помощи человеку, нуждающемуся человеку, намного на порядок выше, чем у вас. Так вот, мы помогали своим русским, мы вывозили своих русских, у которых не было в аулах, в деревнях там родственников, только в Грозном было, чтобы спасти их из-под бомбежек. А вы лгали на нас, днем и ночью лгали, а мы их спасали. Понимаете? Вот что было. Вот вам правда. И Милу Десемба, Чеплыга, Милу Ауица, Хучаплыга. О чем ты говоришь? Я не могу понять. Скажи что-нибудь про Чеплыга. А кто такой Чеплыга? 5 моих одноклассников стали офицерами и приехали в Чечню в Первую войну. Но особо к нам ненависти не испытывали, а при встрече со мной извинялись в Первую войну. У нас во дворе СС тоже жили русские, и их отец был военным. Дядь Саша его звали. У него было 3 сына. И старший и второй, по-моему, поехали учиться в Суворовское училище. И вот они тоже приезжали. Потом я, правда, слышал, что он подорвался на БТР, их на мине подорвался, и он там ранение получил. Ну, тоже говорят там, извинялся там, ну, извините и так далее. Но с другой стороны, если это нормальный русский, то пускай будет он, чем какой-нибудь там мерзавец, подонок какой-нибудь с Рязани приедет, который никогда в жизни живого чеченца не видел и радуется, если он его там застрелит. Короче, как-то так. Да, были такие. И они брали именно с нашего региона, с нашей республики русских и не русских, они брали, ну не чеченцев, брали в Суворовские училища, чтобы нас контролировать, нами управлять. Да, было дело. Так, друзья. Нас 74 тысячи, друзья. Мы уже набрали 1000, а нет. Нет. Так, где он?
Да, 74 тысячи, было 73 300. Ну, еще 1000 человек с вас, друзья. А мы уже 90 минут в эфире. Ну, я с вами, я от вас не отстану, да. Пока не соберемся, 75 тысяч нас не будет. Потому что только когда идет стрим, мы можем вещать на Россию. Поэтому важно, да. Валейк салам, Микаэль. Так. А что тебе сейчас в Чечне не нравится? Мир, спокойствие, процветание. Салим, Табасаран, да, ты табасаранец, получается. Так мне жалко, Салим, что... А, нет, это другой. Это нет, это Сергей пишет, Курдо. Все, ладно. К табасаранцам хорошо отношусь и думал, ты пишешь этот пост. Так, Асан, что тебе сейчас в Чечне не нравится? Мне не нравится русская оккупационная армия, которая уничтожила 30% моего народа и не понесла ответственности. Вот что мне не нравится. Мне не нравится то, что Россия нас везде дискредитирует. Я вчера об этом рассказывал. Она покушается на нашу честь, на нашу репутацию. Она нас пачкает, она нас представляет дикарями, извращенцами, такими плохими людьми нас представляет. Понимаете? Поэтому не хотим мы ничего. Ни хорошего от вас не хотим, ни плохого. Наказать виновных и ваш ущерб, который вы нам нанесли. Слава Богу, вы скоро начнете его восстанавливать. Все. Боты пишут. Да-да, спаситель Украины. Да, боты. Алейк салам, Рамзан. Слава Руснедион. Ахмад Силас. Окей. Да. Ну и даете вообще. Ну хватит. Сколько вам платят, интересно? Неужели за 15 рублей вы столько работаете? Их тысячи, да? Добрый вечер всем, кроме рашистов. Южная степь, витаю вас. Витаю. О Дагестане что думаешь? Советский домик. Зачем ты делаешь ник «Советский домик», а? Ты с троллей, да? Я к Дагестану отлично отношусь. Понимаешь? Отлично просто отношусь. Я отношусь с презрением тем, кто пришел нас убивать из дагестанцев. Остальным у меня никаких вопросов нет. Если у меня нет вопросов к русским, как они у меня могут быть дагестанцам? Своим соседям, ближайшим. Ясно. Так, друзья. Пишите комментарии. Наше видео вышло в тренды, друзья. Я вас всех поздравляю. Как мы и ожидали, наше видео вышло сегодня снова в тренды. Но я еще не собираюсь уходить, потому что у меня еще время есть. И, друзья, распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей привлекайте. Расшарьте, как говорится. Алейкум ассалам, Алина.
Как считаете, можно ли уважать врага? Есть ли такие у вас? У меня лично врагов нет. Личных врагов нет. И кто был, я от всех того прощаю. Да, я считаю, что врага нужно уважать, конечно же. Но знаете, если вы уважаете, извиняюсь, незаслуживающего уважения противника, то вы опускаетесь на его уровень. Уважать нужно самого себя. И если этот враг достоин уважения, и это никак не унизит вас, то, конечно, его нужно уважать. Особенно, если этот враг достойный, благородный. Такое тоже бывает. И с ним и воевать можно. Знаете, у чеченцев есть пословица, чем с не мужчиной, с огочинс, гергалулечинс, оночинс, чем с не мужчиной иметь родственные отношения, лучше иметь с благородным человеком вражеские отношения, воинственные, враждебные отношения, дословно так если перевести. Как-то так, да. Поэтому, конечно же, нужно уважать, но имперцы, русисты этого не заслуживают. Имперцы, русисты заслуживают всеобщего презрения и плевательства на них. Вот что они заслуживают. Русисты, имперцы. Потому что у них нет ни чести, ни совести, никаких правил ведения, обычая войны, какие-то общечеловеческих принципов. Ничего этого нет. Ничего. Ахмад, имя, фамилия пишет. Ахмад Силас, Россия, Мош. Ты неправильно написал, Вася. Исправь он. Смотрю ваши стримы, вы так хорошо рассказываете. Пожалуйста, Ален. И самое главное, можно красиво говорить, можно не очень. Главное говорить правду. А на канале Реалити вы услышите только правду и ничего, кроме правды. Обещаю вам. «40 тысяч человек, агентурная сеть из чеченцев работали на русских». Ну, это была такая информация, что Шамиль Басаев сказал, что 40 тысяч человек они завербовали и так далее. Может, преувеличена цифра. Но это, считайте, все мужское население. Но там и мужчин, есть и женщины и так далее, да. Русские сделали не просто геноцид над нами, не просто они оболгали нас в своих документах, статьях, где они тут научных, околонаучных, которые они тут на Запад транслируют. Они вбили клин в наш народ на 100 лет. Радуйтесь, гибнявые, радуйтесь. Вы достигли того, чего долго не могли достигнуть ваши предшественники. Вы на 100 лет били в клин. Но мы разберемся, нам хватит мудрости и сил разобраться с этим. А всех преступников и предателей, на которых есть кровь чеченцев, привлечем к ответственности. Всех. Чеченец, он не чеченец, не имеет значения. Да. Тим, ты не враг. Ты не можешь меня задеть, обидеть там что-то. Ты не враг. Ты пустое место. Понимаешь? Нисколечко ты меня не задеваешь. Хочу добавить правду и факты. Украинцы, боретесь и вычисляйте агентуру фашистской Российской Федерации. Учитесь на примере чеченцев. Да, это совершенно верно. И мы вот весь опыт, у нас еще опытнее, еще намного опытнее меня люди есть. Тот же наш Аяд Идигов, наш президиум. Ну, почему-то
так не вижу я, что особо. Да, есть украинцы, все нормально, контакты рабочие, все идет. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, Тим, ну ты нормально держался, добивался и своего законного бана ты добился. Молодец. Отлично просто. Российские либералы тоже относятся к имперцам, националистам. Кого можете выделить? Да, конечно, российские либералы, так называемые российские оппозиционеры, да, здесь есть, конечно же, очень уважаемые люди. Один из них Александр Сотник, который абсолютно не имперец и молодец, за правду бьется. Ну, Ходорковский есть, которые либералы-имперцы. Он это не скрывал. Он с оружием в руках сразу же, после того, как откинулся из зоны здесь, в Европе, рассказывал нам эти сказки. Сейчас, правда, уже по-другому запели. Сейчас уже ФСБшники говорят, что ФСБшники уже там и так далее. Ну, короче говоря, сейчас не буду отклоняться. Скажу, что Ходорковский, Кох, Каспаров, ну, кто, вот эта вся их шайка-лейка, кто вокруг них там ошивается. Милонов, или Милов, или как его, Милонов, или Милов. Милов, по-моему, да, называют, зовут его. Кто там еще? Ну, вот все, Гудковые, ну, все, кого вы видите, все главные у вас, вот кто у вас здесь есть. Вот все они имперцы, вот почти все, можно сказать. Я знаю не имперцев, не очень известных людей. И вот из известных это Саша Сотник, Александр Сотник. Считаю, он очень много сделал для России. Давным-давно надо было Сотника слушать. И россиянам, и украинцам, между прочим. Кстати говоря, я подозреваю, что Сотник это агент украинских спецслужб, который в детстве был внедрен в российскую среду. Шучу, конечно. Хочу прокомментировать смерть иранского президента. Самое лучшее, что ждут... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Самое лучшее, что ждет ла-ла-ла-ла-ла-ла. То есть, это тот, который... Это будет самое лучшее для него. Хотя, лучшее для него, наверное, будет тюрьма. Готов платить налоги, чтобы содержать Путина. Смотрим. Ассалам алейкум, брат. Я из Казахстана. Брат, почему Ахмад стал щенком свиньи по имени Путин? Алейкум ассалам. Аллах, Казахстан. Ну, дело в том, что, уважаемый брат, дело в том, что он, видимо, им был. Никаким волком он не был. Он был поросенком. Вот он им и остался. Так, давайте почитаем. Фейгин, Невзоров, спаситель Украины. Абсолютно. Фейгин, Невзоров. Да-да-да. Спасибо, спасибо. Я все фамилии тут не перепомню. Вот все, в основном все, кого вы видите в информационном пространстве, вот эти так называемые ломы, лидеры общественного мнения, вот эти ломы, они не ломы.
русские, у вас здесь не все нормально, я вам скажу, здесь. Я когда сюда ехал в Европу, я думал, ну, в России-то, ну, как бы, да, небезопасно и там и так далее, и так далее. И все равно есть люди, у которых есть свое мнение, хоть они его не везде не транслируют. Но в Европе я думал абсолютно здесь, я думал здесь рай. Я думал, здесь приезжаешь, здесь все чеченцы, которые открыто говорят свое мнение, которые против России, это против вот этой империи, а кто за, ну, того тоже видно. Здесь оказалось совсем не так. Здесь реально чеченцев убивают. Здесь убивали чеченцев, в Европе убивали, в Турции убивали, в Катаре убивали, где только могли убивать. Родственников дома пытают, это я уже на себе могу вам рассказать. Убивают, пытают, сажают там, все что угодно делают. Которые западают близкие родственники. У меня близкие родственники здесь, поэтому в их лапы они не попали. И таким вот образом я попал в сети, где я думал, что здесь вот есть ичкерийцы, это Ахмед Закаев, который абсолютно не ичкериец, который изображает роль, играет роль, он хороший актер. Нужно сказать, что по призванию он пошел и свою профессию, свое избрание профессии он хорошо делает, хорошо получается имитировать. И вот эти люди фактически меня там, правозащитника, человека, который хотел помочь чеченскому народу, накучивали и использовали и так далее. Я убежден, в отношении русских, россиян происходит то же самое. Вот эти разные там ходоры, модеры, там копейку кинут, где-то там приласкают, где-то поддерживают и так далее, и так далее. И в итоге получается, что вы оказываетесь, вроде выехали из России, вроде собираетесь бороться против режима Путина, и вы оказываетесь в их среде оказываетесь, и вами управляют. И когда я это все осознал, что меня пытаются, меня вербовала российская разведка, меня здесь в Германии вербовать пыталась. Она мне предлагали сотрудничать там и так далее, и так далее. После того, как я отказался, меня начали обвинять в том, что я работаю на российские спецслужбы. Хотя я написал заявление на них, что они меня пытаются вербовать. Вот таким вот образом вы можете оказаться, сбежав оттуда, от КГБ, оказаться здесь в КГБ. Понимаете? Вот вы должны это все учитывать и знать. И я советую настоящим, нормальным русским, у которых болит душа, которые пассионарные, которые за справедливость. И не имперцы, конечно же. Я бы вам порекомендовал не обращать внимания на громкие голоса, на громкие имена. Мне предлагали, после этого на меня оказывалось конкретное давление, меня дискредитировали на протяжении нескольких лет. Это продолжается и будет продолжаться. И после моей смерти они будут меня обзывать, там, оболгать пытаться и так далее. Они делают все, чтобы не появился такой баг, такое нарушение в программе компьютерной. Чтобы вышел человек, и вот он показал. И что я делаю, как минимум, что я делаю, это то, что я показываю, что бывает с независимым человеком. Как преследует его родственника, как его объявляют иноагентом, как всего распускается. К ним примыкать там и находиться. Но вы тогда оказываетесь в той же матрице. Вы не боретесь с этой матрицей. Вы оказываетесь внутри нее. Просто как делает КГБ, как делает Русская империя. Она делит, она берет ложь и правду отодвигает в сторону, ложь делит пополам, на 10 частей, на 2 части, неважно. И они начинают, вот эти во лжи, начинают имитировать противостояние. Правда, она там, в стороне. Все смотрят на то, что вот на это противостояние. А противостояние идет между двумя ложью. Между двумя ложью идет. Одна более правдоподобна, другая менее правдоподобна. В одной есть свои аргументы, как у любой лжи, да, она же тоже имеет всегда признаки немножко правды.
и в другой есть немножко правды. И вот эти две системы борются. Они могут еще разделиться. Это излюбленный метод российских спецслужб. И вся вот эта российская оппозиция здесь занимается тем же самым. Настоящих, вот возьмем за пример, ту-ту-ту, чтобы не сглазить, Сотника возьмем. Дай бог, чтобы он остался тем, кем он есть, потому что я очень считаю, что это делает. Да, он некоторые вещи, может быть, чеченцы могут не понравиться, хотя он абсолютно объективен, и поэтому нужно терпеть, даже если на вас что-то говорят, и вы это заслуживаете. Если ранее, не заслуживая, на вас не говорили. Поэтому Сотник заслужил, в моих глазах, по крайней мере. Дай бог таким останется. Берем Сотника, допустим. Его канал гасится. У него 500 000 подписчиков он успел набрать, когда еще в России жил. Там самый-самый такой топовый он был. Мы все знаем. Все думающие его смотрели. Другого там больше смотреть нечего было. Никакой там журналистики уже не оставалось никакой. Один Сотник там боролся. И вот задвигается Сотник. Представьте, пока Украина Сотника к себе не привезет и по всем каналам его не будут показывать, Украина, считайте, она не освободилась от этих оков. Это так, чтобы вы знали, от ГИБЭшных оков. Потому что его первого начали гасить украинцы, ну вот эти пророссийские, скорее всего, украинцы. Ты куда лезешь, не твое дело. Это как украинские патриоты. Это, ты что, ты россиянин, а ну заткнись, не говори про нас. Он начал говорить, я про вас вообще говорить не буду. Хотя он сделал для Украины больше, чем 10 Невзоровых и 50 Фейкиных. Но почему-то его там Арестовичи всякие другие не жалуют. И вот берется Сотник, который отодвигается в сторону, берется Каспаров, и берется, кто был там, была открытая Россия и Ходорковский. Да, так было, Ходорковский. Я был на этом съезде в Вильнюсе, когда форум «Свободной России» тогда был. Он на взлет пошел, этот форум «Свободной России». Они даже сами испугались, что у них так все хорошо пошло, потому что начали люди поддерживать. И они были поделены на два лагеря. Одни ходорковские, другие каспаровские. Такие якобы. И понимаем, что это все заодно. Все заодно. Как здесь вот для чеченцев скажу, вот это чеченцы, вот вы тут видите в Европе, тут вот эти противостояния, там Джамбулат Сулейманов, Ахмед Закаев, там другие, там третьи деятели. Это все одного поля ягоды. Все. Они все заодно. Просто вначале они нам преподносят, что вот идет какая-то борьба. Точно так же шла борьба. Они потом все вместе будут. Они уже вместе уже начинают разговоры вести. Они вначале делали вид, что они вместе, что они противники. А на самом деле они все заодно. Точно так же и Каспаров, и Ходорковский оказались все заодно. И как я это понял? На первом форуме «Свободной России» нам не дали слова чеченской делегации. А я пытался добиться, сказать, что вы, русские, нам должны, вы должны нам дать слово, особенно здесь, которые, я думал, это все мои единомышленники. Я реально думал, что эти люди борются. И там есть люди, которые борются. Туда и Сотник снимать приезжал, и там есть другие люди, не буду называть фамилии, которым я верю, что они искренни в своих побуждениях. А там был еще, вот сейчас посадили недавно с Питера, на С его фамилия, забыл. Короче говоря, ну были там нормальные люди, некоторые. И дело в том, что мы проголосовали, не было никого против, я вышел на сцену, попросил проголосовать, всех присутствующих проголосовали, платформу там для чеченцев дадут, все, следующее, когда будет, следующий форум, когда будет, дадим. И в итоге вышло так, что в этот день, когда вот я выходил на сцену, просил голосовать, тогда нужно было проголосовать и избрать людей, как это называется у них там, совет управления, как-то у них там назывался, форума «Свободной России», как-то они его обозначили.
И нужно было проголосовать. Так вот, я был на предыдущем форуме, и вот на втором форуме я был, на последнем форуме, который я посетил их. И вот после этого они нам просто отказали. Уже следующий форум мы должны были выступить. Все же проголосовали, у нас же демократия. И я понял, что там нет никакой демократии. Проголосовать-то проголосовали. Ни один из россиян присутствующих не был против. Были воздержавшиеся и были те, кто проголосовал большинством за то, чтобы дали чеченцам слово. Каспаров, Ходор и все остальные отказали нам в этом праве. Это говорит о том, что никакой демократии, никакой свободы эти люди не дадут русским. Это был один пример. Запомните это, русские, вам это потом пригодится, если этот Ходор не сядет в чеченскую тюрьму или в Гаагу. Он вам еще потом много крови попортит. И вот о чем я хочу самое главное сказать. Так вот, Каспаров и Ходор, противники якобы, ну, не то чтобы, такие противники, ну, конкуренты. Так вот, те, кто были за Ходора, приехали на вот этот Каспаровский форум Свободной России и голосовали за тех, они же противники. А я их знаю по Фейсбуку, я знаю и этих, кто там за Ходора, кто там за Каспарова. В Фейсбуке я со всеми с ними общался, с многими. И они голосовали так, чтобы вот этот совет их образовался, кого нужно было, чтобы людей назначить. Вот какой обман они делают. Вот как они делают. Настоящего сотника, допустим, условно говоря, сотника, правду отодвигают в сторону, берут Каспарова, Ходора и начинают мутить. У них деньги, у них телевидение, у них журналисты. И вот таким вот образом сотника запрещают, монетизацию ему убирают, его там алкоголиком, там всеми там пропаганда про него говорит, обвиняет его там в терроризме и всем остальном. А эти нормально занимаются, у них деньги, они снимают большие залы за большие деньги. Там никаких терактов, никаких нападений. А нас они не пустили, сказав, что я представляю угрозу для других посетителей, что я могу совершить теракт. Представьте. Такие лохи просто, конченые просто лохи, эти каспаровцы и ходорята. Такие лохи. Есть у них там король шеста у них там был. Иван Тютрин такой есть, король шеста. И папа, мама у него там пишут в интернете, страшные коррупционеры, и он тоже богатенький, и вот с Каспаровым там они вместе и так далее. Короче говоря, в итоге они обвиняют меня в том, что я представляю угрозу, а у меня тогда и бороды нету этой. Я представляю угрозу для посетителей, и меня не пускают на следующий форум. На 2 я был, на 3 меня не пускают, потому что мы проголосовали и сказали, что мы хотим, чтобы чеченцам дали слово на следующей в этой платформе, в следующем форуме. Но дело в том, что ваша русская пропаганда о том, что мы террористы и убийцы, тут до Запада она не доходила в таком объеме. Тем более не русскоязычным она не доходила. И все это время, вот этот форум «Свободной России» присутствовал с первых дней. Даже на том форуме, на котором я еще не успел побыть. На первых 1-2 я не был. И был Витаутас Ландсбергис, первый президент Литвы. То есть мы находимся в Литве, в столице Вильнюсе, и первый президент, это легенда вообще, это друг, соратник, знакомый Джохара Дудаева. Мы очень уважаем его, Витаутас Ландсбергиса. Ну, кто в теме, кто разбирается, потому что многие уже молодежь особенно не знает, кто такой Витаутас Ландсбергис. А мы знаем, и я тоже его очень хорошо знаю. Я подходил, знакомился с ним и так далее. И та пропаганда, что они сказали, что мы представляем угрозу, можете себе представить? Что я представляю угрозу для тех, которых Тютрин, король шеста, пригласил. И это случилось, что я стал 2 раза до этого, я не представлял угрозу, а вот когда вот мы проголосовали и россияне захотели услышать чеченцев, Каспаров с Ходорковским, и там еще другие с ними деятели, они решили отказать в праве и чеченцам, и этим россиянам, которые хотели послушать чеченцев. Понимаете?
И в итоге получилось так, что Витаутас Ландсбергис пришел на этот форум, не увидел чеченскую делегацию, а он уже к нам привык, нас пару раз он видел. И он сказал: а где чеченцы, где чеченские демократы? И он такую вещь сказал. Он сам пианист, Витаутас Ландсбергис. Он сказал, что у него был учитель. И этот учитель ему говорил, и им, всем им детям им говорил: не превращайте искусство в паскудство. И где чеченские демократы, он спросил. О какой демократии может быть речь, если вот эти имперцы, которые возглавляют Каспаряны, Хадарята и все остальные, если они не приглашают чеченцев, которых они убили 30%, которых 30% они изгнали из своей земли, и сейчас в Европе, везде мы здесь находимся. И Витаутас Ландсбергис больше ни разу не посетил форум «Свободной России», как и мы, которых туда не пустили. Зато потом через один форум, второй форум, к нам связался самый адекватный из них, видимо, он у нас коммуницировал с нами, с чеченцами, у них там один был парень. Он связался и говорил, что он с большим уважением относится к чеченцам, что ему не нравится, что с нами произошло и так далее. Пожалуйста, придите. Я сказал: никогда я к вам не приду. Никогда. Я узнал, кто вы. Я узнал, кто вы, что вы. Я к вам больше не приду. Ни я, ни другие чеченцы, там живет Аминат Саиева, уважаемая. Был еще один парень со мной по имени Адам. Мы больше туда не поехали. Все, на этом закончилось. Я хочу сказать, что вот таким образом вас, русских здесь, которые бегут, дурят, обманывают. Имейте в виду, имейте в виду. Аслан, ты абсолютно правильно называешь. Каспарова, Каспарян. Ну да. Каспарян, конечно. Он там рассказывал, Каспарян. Мы сидим, он, наверное, забыл, что мы там есть. Потому что русские любят, когда нас нет, из нас делать людоедов, зверей и так далее. И Каспарян нам рассказывает, говорит: вы знаете, что да, Чечня, там все радикализировано, там все бесполезно, там этот вопрос обсуждать нельзя. С Кадыровым нужно разговаривать. Если решать, то с Кадыровым, то есть с Россией. Вот это имперцы все. Я на перерыве подхожу к Каспаряну и говорю: слушайте, я говорю, а почему вы говорите так, что мы какие-то радикальные, какие-то мы там эти, третьи, десятые. Так это же ваша пропаганда нас такими представляет. Ваша российская пропаганда нас такими представляет. Скажите, первый парламент Чеченской Республики, там у нас сколько было ваххабистов? У нас там русские были в первом парламенте. Во второй парламент, когда вы оккупировали, убили там и так далее, и нам эту пропаганду запихивали, да, у нас появились люди, которые готовы были там и Иерусалим захватывать, там объявлять войну Америке, там 3-10, да, такие появились. Но их не было. Не было, пока ваша фашистская русня к нам не пришла с горем, с войной, с убийством. Понимаете? Вот такие вот дела. Усы сбрей, говорит, имя, фамилия. Давай, как у нас тут в Германии принято, сделай термин и приходи. Я тебя обязательно сбрею. Ты, говорит, был норм, пока чем не борщил? Солями? Что такое солями? Ты про еду? И про что ты? Салам всем христианам, говорит Олег. И тебе, Олег, мир. Как мусульманин тебе отвечу, да. Но на самом деле то, что ты пишешь, Олег, это ответная реакция. Вот я говорю русня. Почему вы думаете, я говорю русня?
Почему вы говорите Чечня на мою страну? Не Чечения, не Чеченская республика, Чечня. Вот поэтому я на вас говорю Русня. И вот то, что он пишет, салам всем христианам, когда заходит человек и говорит салам мусульманам, салам алейкум мусульман, всем остальным привет. Салам алейкум это значит пожелать мира, мир тебе значит. И значит ты демонстративно показываешь, вы мои враги. Вот сейчас как раз Олег это самое и сделал. Олег, салам всем христианам, он желает мир христианам, мусульманам он не желает. И вот это ответная реакция, потому что я это в первый раз слышу от не мусульманина, но я много раз это слышал от мусульман, когда демонстративно показывают. Даже мне некоторые деятели говорят, мы тебе салам, я тебе салам не даю. Один деятель, которому я хотел помочь, обратился, начал с ним переписываться, это как повел себя как клинический товарищ. Поэтому я его оставил, думаю, ладно, ему моя помощь не нужна. Обычно, когда я оказываю людям помощь, когда они у меня ее не требуют, потом всю мою жизнь у меня возникают проблемы из-за этого. Хорошо, что он так со мной поступил. Поэтому я его послал, думаю, нет, у этого пока мозгов нет понять, что я говорю и делаю. Поэтому оставим-ка мы его в тени идем. Поэтому принимается, да, есть такое. Ты сказал то, что говорили тебе. Что думаешь про Невзорова? Спаситель Украины. Я думаю, что Невзоров это змея, которую вы у себя в Украине пригрели на груди, которая вас ужалит, которая жалит, которая хитро жалит, которая очень опасная змея. Этот человек, который пропаганду, как Соловьев сегодня ведет, вел пропаганду против нас, расчеловечивая чеченцев. Это 100%, это враг Украины. Спаситель Украины, как спасителю Украины я вам говорю, я вам на Коране могу поклясться. Невзоров враг Украины, это матерый имперец, абсолютно беспринципная, нехорошая субстанция, да, не буду говорить. Поэтому знаете, у них у всех есть история. У всех их история. Каждый где-то работал, где-то учился, каких-то друзей имел. И можно составить портрет об этом человеке. Так вот, мы, чеченцы, пока вы, украинцы, не обращали на это внимания, не считая это угрозой для себя, мы, чеченцы, я лично знаю их поименно. А кого не знаю, у меня есть люди, которые спросить, сказать, а ну-ка напомни про старенького, я этого не помню. И у меня есть досье на каждого из них. В Чечне сопротивление еще есть или на Кавказе? Я не знаю, есть ли там сопротивление или нет. Сопротивление, если есть, вот, наверное, имеется в виду о вооруженном сопротивлении. Потому что людей, которые разделяют, например, взгляды не быть оккупированной фашистской Россией, такие люди, наверное, есть. Не наверное, их большинство. Потому что то, что над нами сделали, это вы все забыли, русские, россияне, вы все забыли. Мы не забыли, мы вообще эти вещи не забываем, понимаете? У нас, когда убьют отца или брата, тебя с детства воспитывают, чтобы ты решил этот вопрос, понимаете? С детства. Ребенком тебе говорят, твоего брата убили, твоего отца убили. У нас, вот к нам, чеченцам, армяне отдавали своих детей, чтобы мы их обучали. И не только армяне, и азербайджанцы, и другие наши соседи. Как вот на обучение там, в Суворовское училище куда-то отправляют, вот точно так же отправляли к нам своих детей, чтобы мы воспитывали их, чтобы мы обучали, как должен себя вести мужчина и человек. Поэтому мы, конечно, не забыли, вы, может, забыли, вы, наверное, это прощаете, мы этого не забыли и никогда этого не забудем. Никогда. В 1944 году, 18 мая, не забудем. Да, это геноцид 1944-18 мая, это геноцид крымских татар, по-моему. В марте
крымских татар, а в мае кабардинцев, карачаевцев. Так, по-моему? Скажите, пожалуйста. Правильно, да? Правильно, что 18 мая крымские татары, да, были депортированы. Это мы 23 февраля были, а крымские татары 18 мая. А, а, калмыки были еще. Калмыки до нас. Калмыков. Не всех, но большую часть тоже. Всех умных, способных. Да, крымские татары 18 мая. А, значит, карачаевцы были в марте. В марте карачаевцев выселяли. Да, выселяли. Это геноцид был. Никакое это не выселение. Переселение, выселение, депортация. Ничего подобного. Депортация – это законное действие. Юридически обоснованное и так далее. Здесь это и оно с одной перемещения, даже если это группу лиц депортирует, с одной точки в другую точку. Здесь не было депортации. Здесь было вид под видом депортации, как можно больше, чтобы умерло. Вот так. И специально нас везли в Сибирь, Казахстан, там холодные места в феврале месяце. Это, конечно же, было уничтожение. Да, до Калмыкии дошел. С большим уважением отношусь к этому народу. С большущим уважением отношусь. И вы, чеченцы, если ты чеченец, который мне пишет, если ты пообщаешься с калмыками, подружишься, ты поймешь, что между нами, кроме разгреза глаз, никакой разницы нет. Абсолютно достойные люди, я тебе скажу. О, Луиза, ты чё такая обидчивая? Ты чё такой мне... Ты захлебнешься кровью. Ты чё злая такая? У меня друг, я не знаю, сколько тебе лет, но он сейчас не женат, разведен. Я могу заняться этим вопросом. Успокойся, что с тобой, да? Приезжай, мы тебя, хороший парень, вот такой парень, замуж выдадим. Русне мало было выслать чеченцев в 1944 году, пока более 40 тысяч сынов этого народа воевали на фронтах, чтобы вернуться через 50 лет с войной и уничтожить более 300 тысяч населения Чечении. Да, Шамсад, совершенно верно. Ну что, сколько нас собралось? Столько критики. Ну вот, 1100 человек нас сегодня подписалось. Наше видео в тренде. Почти 400 тысяч просмотров за это время. 350 тысяч. 60 человек это в ТикТок. Сейчас 1182 человека смотрят в YouTube. Было и намного больше. Было 2500. Ну да ладно. Давайте ваши комментарии. В ТикТоке, да, в ТикТоке, Имран. 60. Салам алейкум, салам, Имран. Соседи чеченцы прекрасные люди. Как помню, постоянно давали хлеб и так далее. Да, а что нам делать? Нам нужно помогать друг другу. У нас, у чеченцев, я сегодня вам чеченские пословицы выдаю. У нас, у чеченцев, есть пословица. Близкий сосед... Нет, сосед ближе далеко живущего брата. Потому что сосед придет на помощь. Пожар будет, голодный будем, что бы ни случилось, бандиты будут. Сосед придет, пока брат далеко. Поэтому соседа нужно беречь. Знаете, как у нас говорят, хорошего сосед, он как-то дорогого стоит, очень, как бы считается, хорошего соседа, все, тебе ничего не нужно, тебе ни о чем беспокоиться не нужно. У тебя есть защита, помощник и так далее. И мы так к своих соседей относимся, и чтобы к нам также относились.
Надеюсь, Чечня и другие народы станут независимыми. Дай Бог, Чус, дай Бог. Можешь на вопрос ответить? Я как раз этим и занимаюсь. Привет с Абхазии. Привет, Абхазия, Нателла, привет. Понятно, почему Ингушетии помогли в 92 году. Понятно, почему Ингушетию не понял. Что ты имеешь в виду? Арестович, спаситель Украины. Арестович, это... Смотрите, что делает Россия? Например, для того, чтобы украинцам стать идентичность, получить свою идентичность, стать независимыми, полностью субъектными, нужно иметь свое что-то. Это язык, в первую очередь, это язык, культура и так далее. И когда украинец начинает говорить, что нужно говорить на украинском языке, нужно там беречь свои корни, потому что ради вашей истории, между прочим, вас сейчас убивают. Насколько она ценна, оцените, украинцы. Кому-то, кто-то готов 300 тысяч, 400 тысяч, миллион своих людей положить, чтобы вот вашу историю скоммуниздить. Запомните это. И в этой ситуации, когда люди борются, ну, это национализм называется, когда ты патриот, когда ты национализм. Ничего плохого в национализме, патриотизме я не вижу. Я вижу проблему в нацизме, в радикализме этого национализма. Точно так же, как я не вижу никакой проблемы в религии, ни в какой. Но если эта религия становится радикальной, если она представляет угрозу для окружающих, то в таком случае, да, она представляет для чеченцев, религия для чеченцев, свой быт, своя культура, своя национальность. И это доводили до абсурда. Люди, которые заступались, религиозники, они доводили ее до радикализма. Вот точно так же вот этот Арестович вместе с Дугиным, и еще у вас есть Корчинский такой. Вот этим людям я не доверяю еще давным-давно. Хотя у меня была надежда, что Арестович это засланный там, грушный, как у вас называется, гуровский шпион, которого внедрили. Но потом все, что он делал, он вроде успокаивал там и так далее. Украинцев не нужно было успокаивать. Украинцев нужно было мобилизовать. Он говорит, что паники не было там и так далее. Я там успокаивал спокойным голосом. Наоборот, говорили, все нормально, все уладится. Нужно было мобилизовать весь украинский народ и сокрушить просто всех, кто пришел. Вот все, что есть, бросить на них. Вот в этот момент. А я там успокаивал, там Фейкина раскручивали, там все это поднимали. В итоге там много у него есть, ну, что я обратил внимание, проколов, где можно сказать, что этот человек не преследовал интересы независимости и свободы Украины. Он был пророссийским, но очень-очень хитрым. Очень-очень. Ну, как-то так, как-то так. И знаете, очень хороший пример, хороший показатель, или, скажем так, хороший детектор выяснить, работают на гибню, на империю эти люди или нет. Задайте один тестовый вопрос. Сейчас Крым наш, не наш, это уже не котируется. Все хадарята, все навальнята, Крым не бутерброды, и всякие там Фейкины, они уже давно говорят, что Крым это Украина, там за Украину, слава ЗСУ, слава Украине. Это они уже говорят. Этого не поймаете. Детектор, на котором вы их поймаете, это задайте им чеченскую тему. Не говоря, что вы за чеченцев. Не говоря за чеченцев, задавайте вот на эту тему. Ичкерия заслуживает независимости или нет? И вот они вам рассказывают, что развалилась бы Россия, что мы там всех вырезали, всех русских. А я вам сегодня рассказал подробно, еще много деталей в комментариях, кто захочет, напишет. И вот таким вот образом они нас оболгали и представляли. Сейчас уже многим уже очевидно, и даже сегодня Ходор говорит,
Говорит, сейчас так много информации, которой не было тогда про Чечню. Наглая ложь, абсолютнейшая ложь. Тогда информации было больше, чем сейчас. Сейчас про Украину много информации, про Израиль много информации. А тогда было про Чечню информация. Понимаете? Ну тогда все нос водили. Чечен, да это террор, бандит. Да его убить, да за милую душу. Конечно, это же людоеды, их нужно убивать. Вот так нас представляли. Спаситель Украины, спасибо тебе за донат, спасибо. Спасибо, спасибо. Хватит уже, хватит, тормози. Тормози, командир. Мы как в детстве делали, вешаешься на кого-то, на шею, вот так руку закидываешь, хватаешься крепко и говоришь, брось, командир, не тащи, не уйдем вдвоем, брось. Точно так же, тормози, спаситель, хватит уже своими донатами уже заваливать. Вы такие есть террористы, говорят. Ну, для вас, да, для вас террористы. Такс. Ну, все, друзья, надо закругляться уже. Слишком много. Тоже я уже вам надоем. Безымянная. Так. 1200 подписался. Я хотел закрыть вообще подписчиков, чтобы не было видно. Хватит, спаситель. Спасибо тебе. Дякую, спаситель. Перестань, не надо. Спасибо. Ты до сих пор засылать. Я хотел закрыть подписчиков, чтобы не видели, сколько подписывается, но YouTube убрал эту функцию, и я не смог найти, как выключить, чтобы не было видно подписчиков. Я хочу закрыть вообще подписчиков, потому что каждый раз гибня видит, сколько вы подписываетесь, а я даже эту информацию. Они не видят ваши фамилии, ничего они не видят. Но они видят то, что было 74, например, стало 74 500. 500 человек подписались после этого стрима, например. Я говорю. Много информации это им не даст, но я и эту информацию о вас не хотел им давать. Спаситель, хватит, перестань. Спасибо тебе, спасибо. Так, Ахмад Силас. Так, Силас. Какой еще тот Силас? Я вас понимаю и думаю, что вы правы. Лажос, знаете, это на тяжелом кровавом опыте эту информацию я говорю. Про поводу вот этих ваших Арестовичей, вот этих с усами, Корчинский, да, его фамилия, по-моему. И вот они берут вот эту вещь, у нас точно так же было. Вот есть, у нас на религию они ударили. Это было очень важно. Здесь в Европе не любят радикальный нацизм и радикальный религиозников не любят. Здесь любят спокойствие, золотую середину здесь предпочитают. Потому что и от этих, и от тех уже тут натерпелись. И таким образом, а чеченцы-мусульмане, ну лучше сейчас в тренде пугать мусульманами лучше всего. Украинцы борются за свою национальную идентичность. Они за свой язык элементарно борются, за свою историю борются. Ну, сам Бог велел, значит, все, нацисты, обзываем нацисты. Именно поэтому Путин это называл денацификация и демилитаризация. Ну, разоружить, конечно, пришлось бы, чтобы сделать денацификацию, нужно сперва разоружить, демилитаризировать. Увы и ах, ни это, ни то не удалось. Наоборот, подъем пошел национального сознания, самосознания украинцев. Оружие, о котором украинцы даже не мечтали. Украинские военные получили современнейшее оружие и дальше получают. Так. Друзья, я думаю, сколько мы уже? Да, мы уже почти 2,5 часа в эфире. 1300. Ну ладно, хватит, ладно. Оставлю вам на завтра еще, ребят, чтобы вы тоже успели подписаться. То все подписывайтесь. Вся Россия сегодня подпишется, короче, и все, и завтра уже подписываться некому будет. Даже правильно. Поэтому мы с сегодняшним свой заканчиваем. Друзья,
с большим уважением ко всем вновь подписавшимся. Респект вам. Вы на этом канале увидите и услышите только правду и ничего, кроме правды. Не обещаю, что она будет, как любая правда, приятной, но она будет правдой. Всех своих старых подписчиков, моих единомышленников и соратников, которые уже на протяжении 5 лет со мной и позже, респект вам за то, что терпите меня и поддерживаете. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. О Аллах, благослови Америку. Объедини ее, сделай ее сильнее. Дай победы ей во всех ее начинаниях. Адикюэль Маш Ойль. Всего хорошего. До свидания, друзья.